Турция — страна, где живет крупная абхазская диаспора, и сегодня там звучат инициативы, которые могут открыть новые возможности для отношений с Абхазией. Депутаты турецкого парламента предложили признать абхазские паспорта и рассмотреть возможность открытия морского сообщения с республикой. Инициативу будем обсуждать с министром иностранных дел Олегом Барциц. Он у нас в студии. Олег Мсасович, здравствуйте. Добрый день. Олег Мсасович, депутаты сразу нескольких партий предложили признать абхазские паспорта и открыть прямое морское и авиасообщение. Насколько серьезно здесь у нас в республике, в Министерстве иностранных дел отнеслись к этой инициативе? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что данными вопросами Министерство иностранных дел и иные структуры, государственные, правительственные структуры Республики Абхазия были озадачены давным-давно. Это такая достаточно давняя история. Мы неоднократно, настойчиво и очень так проработанно ставим эти вопросы в различных форматах наших внешнеполитических устремлений, наших действий. Этот вопрос признания абхазских паспортов и вообще документов жизненного цикла, документов, которые обеспечивали внешнюю мобильность для граждан Республики Абхазия, мы ставим постоянно, очень упорно, целенаправленно, открыто, в том числе и в ходе женевских дискуссий. Вот вторая гуманитарная группа, о которой я не раз уже рассказывал, вообще мы постоянно информируем о том, чем занимается делегация Республики Абхазия на женевских дискуссиях, из того, что можно дать в открытый доступ. Мы постоянно информируем наших граждан о том, что эти вопросы всегда в фокусе нашего внимания. Неоднократно мы ставили перед сопредседателями, перед экспертами, международным сообществом с трибуны женевских дискуссий эти вопросы постоянно поднимались. Другое дело, что, разумеется, существует серьезное противодействие этому. Конечно, наши оппоненты, грузинская сторона, они постоянно пытаются как угодно, но отклонить обсуждение этих вопросов. Конечно, им не удается уйти от необходимости обсуждать это, поскольку мы всегда артикулируем эти вопросы очень четко. Что касается инициативы депутатов Великого национального собрания парламента Турецкой Республики, я хочу сразу здесь отметить, для того, чтобы сделать понятным и очевидным подход Министерства иностранных дел, подход органов государственной власти, президента Республики Абхазия, в целом руководства Абхазии. Для нас важна любая подобного рода инициатива, от кого бы она ни исходила. Вы совершенно справедливо сказали, что в Турции проживает наиболее обширная по численности представительная абхазская диаспора. Вообще абхазско-адыгская диаспора в Турции – это одна из самых таких весомых и значимых. Это отмечают все руководители Турции, и современный руководитель турецкого государства также относится к этому с достаточно высокой степенью чувствительности. Инициатива, которая была озвучена на пресс-конференции в парламенте Турецкой Республики, разумеется, она приветствуется всеми гражданами Республики Абхазия. Ну, я думаю, что с высокой вероятностью убеждаюсь в том, что нет ни одного, наверное, гражданина Республики Абхазия, ни одного абхаза, который не считал бы полезным, правильным налаживание более активных контактов с нашими соотечественниками за рубежом, в том числе и в Турецкой Республике. Ну, здесь же хочу сказать, что существует очень обширная и такая же значимая диаспора наших соотечественников в Сирийской Арабской Республике. Там их тоже значительное число проживает. Для нас это очень важное направление, очень важный вопрос. Репатриация, связи с нашими соотечественниками – это безусловный
перманентный приоритет для деятельности, в том числе и внешнеполитического ведомства. На это же нас ориентирует и руководство страны, политическое руководство, в том числе в лице президента Республики Абхазия. Альтернативы этому не может быть. Здесь не существует двух мнений. Для абхазов, для абхазского государства это очень важный, как я уже сказал, приоритетный вопрос. Я считаю, что вот в отношении таких вопросов, в отношении таких инициатив мы должны быть монолитны, здесь должен быть консенсус. И я, кстати, хотел бы сказать о том, что эта инициатива, она обсуждалась и инициировалась в той же Турции значительное время назад. И этому способствовали и наши патриотичные, неравнодушные соотечественники из лица диаспоры, и общественные деятели в самой Абхазии, и полномочное представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике, которая находится в Стамбуле. Еще несколько лет назад наш полномочный представитель Ибрагим Авицба обсуждал эти вопросы. Причем обсуждали их достаточно заинтересованно и активно. Ну, здесь, конечно, вот что касается транспортного сообщения, морского сообщения между Абхазией и Турцией, здесь, конечно, существует ряд вопросов, в том числе экономическая составляющая, это надо учитывать. Но мы приветствовали бы подобные контакты. Разумеется, сегодня эти контакты тоже есть между нашей диаспорой в Турции и между гражданами Абхазии. Очень много форматов. И здесь активную роль играет и Абхазская федерация культурных центров, так называемый Абхазфед, и вообще, в принципе, наши граждане, которые проживают в Турции. Это и Комитет по репатриации Республики Абхазия, это Министерство иностранных дел. Постоянные контакты, постоянные встречи между председателем Абхазфеда, полномочным представителем, руководителями национальных центров, дернеков, которые находятся в Турции, и органами государственной власти. Каждый приезд, это обязательно он сопряжен и с приемом, президент принимает этих людей, Министерство иностранных дел, парламент, в том числе спикер парламента, депутаты, постоянные контакты на уровне, значит, визитов наших депутатов в Турецкую Республику, представителей общественности. Вот недавно прошли так называемые молодежные лагеря. Это очень важная составляющая работы, поскольку она сближает наших граждан, сближает нас с нашими соотечественниками. Например, вот молодежные лагеря. Это же очевидная история, когда молодые люди из Турции и других стран, абхазы по национальности, приезжают сюда, узнают своих сверстников, узнают своих ровесников из России, из Северного Кавказа и возвращаются уже несколько другими обратно в свои дома, в свои семьи. Они уже понимают, как устроена жизнь в Абхазии, что важно для абхазов, что является сегодня очень важными сторонами жизни в Абхазии, в том числе и молодого поколения. Таких форматов немало. И культурная жизнь, кстати, вот недавно состоялся очень масштабный, очень красивый концерт. Это трехсторонний концерт в Стамбуле, где присутствовали официальные лица и из Российской Федерации, естественно, принимающая сторона, турецкие общественные деятели и чиновники, наши представители. На этом концерте присутствовала заместитель министра культуры Динара Гудиевна Смыр. Я думаю, что эти очень важные части нашей работы мы должны, разумеется, развивать и продолжать в дальнейшем. Что хотелось бы сказать об этой истории с обращением турецких депутатов. До выборов еще около 2 лет в турецкий парламент, но я думаю, что и оппозиционные, и провластные депутаты начинают проникаться, начинают озадачиваться состоянием дел с признанием либо непризнанием паспортов, документов жизненного цикла для граждан Абхазии. Как я уже сказал, мы эти вопросы ставим
на всех площадках, куда только можем дотянуться. Я считаю, что это продолжение той деятельности, активной деятельности, которую мы ведем, которую ведут наши граждане по обе стороны Черного моря. Наконец, эти идеи о справедливости наших вопросов, которые мы ставим упорно и настойчиво, они начинают проникать в общественное сознание, в том числе и общественных и политических деятелей. Очень надеюсь на это. И это не только в Турции. Это и в других странах также. В той же самой Сирийской Арабской Республике избран новый парламент, который уже подвергается там определенным поползновениям со стороны Грузии и тех структур, которые пытаются им содействовать. Но мы уже работаем с коллегами из Сирийской Арабской Республики. Вот вскоре у нас будет поездка в Сирию, в Дамаск, и мы обязательно будем общаться как с нашей диаспорой, так и с теми членами парламента, которые с нами готовы разговаривать. Это очень серьезная работа. Отдельно хотелось бы сказать, я считаю, что необходимо в этих вопросах проявлять единство между нашими гражданами, между различными структурами, будь то Абхазфед или другие организации. Если мы исповедуем принцип, как принести большую пользу Абхазии, мы должны держаться вместе. Мы должны оставить личные предпочтения, амбиции, симпатии, антипатии и исключительно в конструктивном ключе, объединившись, достигать полезных для нас целей. Кстати, я хочу сказать, что у нас идет активная работа по линии полномочного представительства и Абхазфеда и с нашими российскими коллегами. Уже состоялось несколько встреч с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике, господином Вершининым. Он даже посетил наше полномочное представительство в Стамбуле. С генеральным консулом, господином Калачевым, налажено очень конструктивное, очень эффективное взаимодействие, чему мы, разумеется, рады и содействуем в полной мере этим контактам. Мы всегда помним, что Российская Федерация – это наш стратегический союзник и друг, который помогает продвигать наши внешнеполитические интересы практически во всех уголках мира, куда только мы можем дотянуться, куда мы можем проникнуть и где мы можем начать реализовывать наши внешнеполитические интересы. Олег Мусасович, есть разные мнения по поводу этой инициативы. Некоторые говорят о том, что это такой элемент внутриполитической борьбы в Турции. С другой стороны, другие говорят о том, что это возможное манипулирование в отношениях с Грузией. Как вы на эти замечания могли бы ответить? Я думаю, что существует, как вы справедливо заметили, масса оценок на этот счет. Хочу сказать нашу позицию. Разумеется, и руководство Абхазии, президент, который определяет внешнеполитическую линию, и Министерство иностранных дел не считает возможным вмешиваться во внутриполитические вопросы Турецкой Республики. Мы должны этого избегать. В то же самое время существует масса форматов и возможностей для того, чтобы выразить свое отношение к этому. К сожалению, у нас зачастую политизируются даже самые очевидные вопросы и повестка. Я наблюдал очень ожесточенные дискуссии. В основном это происходит в социальных сетях, в сети Facebook и в телеграм-каналах, где с упорством достойным и со страстью достойной лучшего применения, обвиняют те или иные политические группы, обвиняют своих, так скажем, условных оппонентов в недостатке патриотизма, в недостатке оперативности и так далее. Слышал даже некоторые высказывания в отношении Министерства иностранных дел. Хочу сказать здесь следующее. Министерство иностранных дел, оно состоит из профессиональных, обученных и компетентных людей.
сотрудников. Поэтому Министерство иностранных дел не работает методом воззваний и публикаций в Фейсбуке или в других социальных сетях. Каждое заявление МИДа или президента, оно должно быть выверено, оно должно быть сбалансировано, и каждый раз этому предшествует очень непростая, масштабная и непубличная работа. Поэтому в какой момент сделать то или иное заявление, как его сформулировать, это уже прерогатива того или иного профессионального ведомства. А что этому предшествует, я уже сказал. Аналитическая и иная работа, которая не предполагает публичных воззваний. Я думаю, что мы достаточно ясно в своем заявлении выразили наши отношения и видение того, как следует поступать в сложившихся обстоятельствах. Я не хочу домысливать за депутатов турецкого парламента о причинах, о тех, может быть, каких-то скрытых механизмах, которые предшествовали подобному заявлению. Если они посчитали возможным привлечь внимание турецкой и мировой общественности к вопросам, которые важны для граждан Абхазии, разумеется, это для нас полезно. Еще раз хочу подчеркнуть, нет ни одного гражданина Республики Абхазия, ни одного абхаза, который, находясь в трезвом уме и здравой памяти, возражал бы против наших контактов с диаспорой или против признания наших паспортов, или против того, что помогло бы нашему более интенсивному и комфортному общению. Разумеется, таких не существует. Вопрос в другом, вопрос в выверенности, в осторожности, дипломатичности позиции. Мы не можем, как я уже сказал, вмешиваться во внутренние дела Турецкой Республики. Для этого существует ряд форматов, в том числе и общественные организации, политические партии, общественники, деятели, которые хорошо известны и в Абхазии, и среди нашей диаспоры. Но, разумеется, Министерство иностранных дел оказывает любую помощь, готово оказать ее для того, чтобы подобные инициативы звучали громче, звучали ярче во всем мире, не только в Турецкой Республике. Для этого мы и ведем свою работу, и нам за нашу деятельность абсолютно не стыдно, наоборот. Олег Мусасович, если на цифры посмотреть, 167 депутатов турецкого парламента проголосовали за вот эту абхазскую инициативу, и 600, это примерно треть парламентариев. Разные интерпретации тоже, кто-то это смотрит таким образом, что всего 167, а кто-то говорит аж 167. Вы как на это смотрите? Во-первых, я хочу заострить ваше внимание на том, что пока голосования никакого не было. Ну, неформальное голосование. Да, высказались за, скажем так. Партии, которые решили поддержать это обращение, да, они в общем насчитывают вот приблизительно такое количество голосов в парламенте. Я был бы только счастлив, если бы все эти депутаты согласились при рассмотрении, при условии, что в парламенте будет это рассмотрено, согласились поднять руку в пользу подобного решения. Очень хотелось бы, чтобы эту инициативу, эти обращения и подобные подходы вообще в принципе разделили вообще все, не заостряя внимание на оппозиционности либо провластной ориентации того или иного депутата, разделили бы как можно большее количество парламентариев Турции и любой другой страны. Мы очень надеемся, как я уже сказал, что вот подобные подходы, которые продиктованы соображениями гуманитарного характера, справедливости, признания справедливости наших притязаний на соблюдение элементарных прав и свобод граждан Республики Абхазия, которые закреплены в различных международных конвенциях, возобладали в умах как можно большего количества общественных деятелей, политиков по всему миру. Олег Мусасович, наряду с вот этими приятными новостями не могу не спросить про отказ от признания Абхазии Науру.
Как рассматривать вообще этот шаг? Является ли это серьезным дипломатическим сигналом для нас? Разумеется, нет. При всем уважении к этим небольшим государствам, разумеется, они крайне не самостоятельны. Но при всем уважении к народу Науру, приведу цифры, наверное, они хорошо известны нашим зрителям и слушателям. Это совершенно крошечное островное государство с населением в 11 тысяч человек. Можно даже не особо задумываясь понять, насколько зависимы и уязвимы такие государства в экономическом, политическом и иных аспектах. Разумеется, я думаю, что те действия, те события, которые грузинское руководство пыталось представить как грандиозную дипломатическую победу, они, конечно, имеют совершенно иную природу. Это очевидный факт, что это государство подверглось очень серьезному прессингу. И по нашей информации этот прессинг состоял из двух частей, как минимум. Там были и соображения экономического характера. Поэтому, это точно не показатели, это точно не симптом. Мы проводим активную дипломатическую работу и проводили ее на протяжении многих лет не с Науру. Так складывалось и в силу удаленности географической, и будем прямо говорить, в силу такой не самой высокой чувствительности к этому региону со стороны правительства и внешнеполитического ведомства на протяжении многих лет. Мы работаем со странами и с регионами, где существует такая серьезная среда для реализации совместного потенциала, двухстороннего потенциала. И такие страны существуют, естественно, помимо Российской Федерации, нашего главного союзника и партнера. Вот на этих направлениях и сконцентрирован самый главный потенциал наших усилий. Есть еще ряд государств, которые в ближайшее время обозначатся как потенциальные партнеры Республики Абхазия, с кем мы сможем выстраивать экономические, гуманитарные, культурные связи и взаимодействия. Вот на этом мы и сконцентрировали основную массу наших усилий. Идет это постоянная, кропотливая, непубличная работа, и мы, разумеется, ее будем продолжать. То есть, правильно я понимаю, расширение признания сейчас идет по пути деизоляции, экономическому пути, гуманитарной связи, Разумеется. а потом вот в таком направлении мы Совершенно верно. Главное начать диалог, и мы активно это делаем. У нас, я уже говорил не раз, у нас на рабочем столе, что называется, есть несколько государств, с которыми мы сегодня налаживаем диалог. Это не говорит о том, что завтра произойдет признание государственного суверенитета Республики Абхазия, но, по крайней мере, мы планомерно и поступательно выстраиваем с ними конструктивные, взаимоуважительные отношения. И, разумеется, не буду скрывать, что по ряду направлений нам активную помощь оказывает Российская Федерация, Министерство иностранных дел, российские загранучреждения в той или иной стране. Мы, разумеется, с благодарностью принимаем такую партнерскую, дружескую помощь. Это еще одно подтверждение того, что Министерство иностранных дел наших стран и в целом наши страны проводим скоординированную внешнюю политику, как это и записано в наших доктринальных документах. И так и продолжим в дальнейшем действовать. Я думаю, что эффект от этого будет достаточно интересным. Но вы про Сирию отдельно сказали. Вот как обстоят дела со странами Латинской Америки? Как вы, очевидно, знаете, у нас два государства-партнера в этом регионе. Это Республика Никарагуа и Боливарианская Республика Венесуэла. Боливарианская Республика Венесуэла, как всем известно, недавно претерпела очень такие серьезные
события перенесла. Мы все, и, очевидно, и слушатели, и зрители знают историю с президентом Мадуро и его супругой. Сегодня в регионе вообще в целом, в Центральной и Латинской Америке, Соединенные Штаты пытаются, вытащив из сундука вот запыленную, вот эту запылившуюся доктрину Монро, начинают размахивать ею во всех регионах, во всех странах практически Латинской и Центральной Америки. Поэтому есть определенные сложности, однако мы сохраняем высокий уровень представительства, работает наше посольство в Каракасе. А с Республикой Никарагуа у нас сложились уже прочные и очень такие конструктивные, содержательные отношения, поскольку идет взаимодействие и на политическом, и дипломатическом уровне, и на уровне бизнесов, и на культурном, на уровне культурного взаимодействия. И поэтому мы будем только развивать это направление. Мы активно взаимодействуем с нашими никарагуанскими партнерами. Олег Мусасович, спасибо, что были с нами в студии. Вот на этой ноте мы завершаем беседу. Благодарю. Спасибо. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был министр иностранных дел Олег Барцец. Мы говорили о расширении международного признания Абхазии.